Библиотека всегда была центром культурного досуга, в котором главное место занимает книга и чтение. С появлением глобальной сети уменьшилась посещаемость читальных залов, так как обширный поиск интернет-ресурсов позволяет найти любому желающему интересующее его издание. Мы провели социологическое исследование, и в первую очередь мы опросили старшеклассников учебных заведений. Я больше обращаюсь к интернету, не бывает времени. А что ты больше всего любишь читать? Стихи, поэзию, больше по школьному материалу. А что ты предпочитаешь, бумажную версию книги или электронную? Бумажную, потому что легче читать, намного проще. Ты читаешь прозу? Да. Какую-нибудь цитату? Там, где до облаков едва-едва, не достает шальная голова. Там, где гуляет лишь эхо до ветра, я с чудо-птицей встретился вчера. Скажите, Залина, как часто вы посещаете библиотеки? Вообще мы живем в 21 веке, и наше нынешнее поколение больше пользуется интернетом. И я больше смотрю в интернете все, и более обширный круг информации получаю. Я не посещаю общественные библиотеки, потому что у моего отца есть своя частная библиотека, которую он собирал всю свою жизнь. А что вы чаще всего любите читать? Я больше увлекаюсь исторической литературой. Я люблю читать жизнь великих людей, как Наполеон Бонапарт. Скажите, пожалуйста, какую версию книги вы предпочитаете брать с собой, электронную или книжную версию? Конечно, брать толстую книжку, это сейчас не актуально. Лучше брать iPad или что-нибудь такое. А что думает по этому поводу самая просвещенная часть молодого поколения, студента Университета Ингушского государственного университета? В библиотеку у меня получается, если честно, ходить не очень-то часто, но когда есть свободное время, я пытаюсь посещать библиотеки. А что вы больше всего любите читать? И классическую литературу, художественную читаю. Недавно я читала Оскара Уайльда, это мой любимый писатель, английский писатель, я очень люблю его произведения. А вы можете процитировать любимую фразу из книги? Конечно, его любимая моя фраза, это он говорил: «У меня непритязательный вкус, мне вполне достаточно самого лучшего». Я очень люблю эту фразу. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как часто вы посещаете библиотеки? Бывают такие дни, когда не нужно ходить на пары, то есть свободно выходные дни. Бывает так, что не можно сыскать материал с интернета и приходится ходить в местную библиотеку. Но это бывает раз в неделю, скорее всего. А так можно пользоваться интернетом, потому что в интернете можно найти всю информацию, которая интересует. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как часто вы посещаете библиотеку? Во много времени, когда сессия проходит, у нас сессия бывает, много раз тогда посещаем библиотеку. А так, на свободных парах, на переменах иногда так бывает. А что вы больше всего читаете? Я люблю нашу литературу, нашу ингушскую. В общем, Ириса Базоркина, Чехиева. В общем, так зарубежку иногда бывает, временами. А с каких источников вы черпаете информацию? Это интернет или библиотека? Во многом интернет. В последнее время многие задаются вопросом, исчезнут ли книги с появлением интернета, станут ли в будущем библиотеки продолжать свою просветительскую функцию. Ну что ж, самое время отправиться в книгохранилище. Что думают по этому поводу библиотекари? Нашу библиотеку в день посещает до 50 человек. В основном это дети школьного возраста, но на них не останавливается. Также нашу библиотеку посещают как студенты, так и пожилые люди. А чаще всего? Чаще всего это, конечно, дети среднего звена, школьники. А как вы думаете, почему снизилось количество абонентов в библиотечной сети, на ваш взгляд? Я думаю, что в мир современных технологий с появлением интернета, конечно, большинство детей, школьников, также студенты, приоритетом для них стал интернет. Несмотря на то, что многие читатели предпочитают интернет, все-таки библиотеки посещают люди, в основном школьники, а также пожилые люди, которые выросли без интернета и которые предпочитают библиотеку. Но тем не менее, интернет занимает важное место в жизни нашего поколения, и особенно молодежи. Как ни пессимистично звучали высказывания некоторых наших собеседников, результат оказался прямой противоположностью их мнению. Мы с удовольствием констатируем, что количество читающих в нашей республике оказалось гораздо выше, чем мы предполагали. С уверенностью можно сказать, что Ингушетия является одним из просвещенных субъектов Российской Федерации. Эсетлянова, Магомед Гадиев, Рустам Сагов. Утро Ингушетии.